Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Коми-Республиканский институт развития и образования. И мы впервые в 2021 году проводим профессиональный семинар, который посвящен деятельности республиканских инновационных площадок. Для нас данный семинар является важным с точки зрения проектирования нашей совместной деятельности. И в течение определенного временного промежутка мы вместе с вами будем рассматривать требования к деятельности региональных инновационных площадок, обсудим с вами новые формы сопровождения республиканских инновационных площадок. И, конечно, очень важно, что мы с Александром Викторовичем Авериным, который в течение уже последних 2 лет сопровождает деятельность РИПов Республики Коми, вместе с Ланой Семеновной Мусановой, которая является секретарем Республиканского экспертного совета. И, конечно, вместе с вами, уважаемые коллеги, участниками данного семинара, погрузимся не только в проблематику деятельности республиканских инновационных площадок, а в первую очередь мы с вами рассмотрим те новые задачи, которые стоят перед нашим профессиональным сообществом. План вебинара, который сейчас на слайде представлен, он как раз будет определять структуру наших выступлений. Первоначально я обозначу те задачи, которые уже в этом календарном году мы вместе с республиканскими инновационными площадками определили как важные с точки зрения развития нашей системы образования. Далее мы с вами рассмотрим вопрос об предварительных итогах экспертизы конкурсных материалов на присвоение статуса инновационных площадок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Александр Викторович представит данный вопрос. И очень много к нам поступает вопросов, которые связаны с инициированием открытия республиканских инновационных площадок. Светлана Семеновна очень подробно остановится на алгоритме взаимодействия с нами, с Республиканским экспертным советом. Конечно, я хочу вам напомнить, и мы намеренно именно с данного начинаем, что нормативные основания для развития инновационного потенциала образовательных организаций нашей республики были определены еще в 2017 году. Да, определенный период мы уже завершили, период осознания того, что данные нормативные документы, они стали основаниями для нового развития инновационных площадок нашей республики. Я хочу напомнить, что мы в данных документах выделяли 3 вида площадок. Это ресурсные центры, опорно-методические площадки и пилотные площадки. Мы понимаем, что приказы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на сегодняшний день, которые, конечно же, первое, утверждают положение о республиканских инновационных площадках и определяют, каким образом они функционируют, сегодня являются основаниями для нашей деятельности. Но наша с вами задача все-таки сегодня смотреть и в ближайшее будущее и понимать, что на основании определенных профессиональных задач мы готовы вместе с вами, уважаемые коллеги, рассматривать проекты и новых документов, которые определяют уже зону ближайшего развития инновационного потенциала нашей республики. В этой связи мы бы хотели вас направить на очень важные профессиональные виды деятельности, которые сегодня на уровне Российской Федерации, на уровне Министерства просвещения Российской Федерации рассматриваются, конечно, как именно профессиональные задачи. Итак, мы понимаем, что на уровне каждого субъекта Российской Федерации сформирована своя модель управления инновационной деятельностью. Сразу хочу сказать, что Российская Федерация, именно учредитель Министерства просвещения Российской Федерации, они очень сейчас с большим интересом рассматривают различные модели.
Так вот, на что сегодня ориентируется Российская Федерация, то есть различные субъекты Российской Федерации? Прежде всего, конечно же, на то, что на уровне каждого субъекта должна быть сформирована система, которая именно развивает инновационную инфраструктуру. Конечно, мы будем с вами рассуждать, и это очень важно, потому что когда мы будем говорить об инициировании создания республиканских инновационных площадок, конечно, надо говорить, а что мы понимаем под инновационной инфраструктурой. И здесь, конечно, коллеги будут об этом говорить. Не случайно Российская академия образования проводила несколько семинаров, которые посвящены, а что же сегодня рассматривается как инновационная технологическая структура, что же рассматривается сегодня под инновационной методикой и так далее. А вторая позиция очень важная, что мы должны понимать, что инновационный потенциал системы образования сегодня должен соответствовать тем опережающим требованиям, которые определяются государственной политикой в сфере образования Российской Федерации. И, конечно же, именно инновационная инфраструктура, она сегодня рассматривается именно как элемент, который связан прежде всего с национальным проектом образования. Именно инновационная деятельность каждой образовательной организации, сегодня на самом деле рассматривается уже как деятельность, которая в обязательном порядке должна быть включена. Но что же мы будем рассматривать именно как инновационный потенциал, это тоже мы сегодня с вами будем обсуждать. Третья позиция, очень важная, конечно же, это обеспечение разработки и распространения инновационными образовательными организациями новых образовательных программ, программ воспитания, образовательных технологий, механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий. И вот именно в этом направлении деятельности мы хотим с вами тоже вместе порассуждать и определить какие-то задачи, которые важны для нашего субъекта. Прежде всего, задачи, связанные с управлением инновационной деятельностью и с управлением системой образования с точки зрения именно системы развития. Нам очень важно ваше внимание обратить, что в этом календарном году мы запланировали ряд стратегических сессий. Почему стратегических? Потому что мы понимаем, что развитие системы образования сегодня, конечно же, уже рассматривается как определенная результативная сфера с точки зрения двухгодичного этапа реализации проекта образования. То есть уже есть результаты, и эти результаты мы уже можем и должны использовать как результаты деятельности каждой образовательной организации. И в то же время именно через республиканские инновационные площадки, мы очень надеемся, мы должны способствовать более успешному, более эффективному участию образовательных организаций с точки зрения, опять же, достижения результатов в каждом федеральном, и, конечно, республиканском проекте. Особое внимание, мы уже анализировали, конечно, мы будем уделять в рамках наших сессий, и сегодня коллеги будут об этом говорить, региональному проекту «Современная школа», в который уже с 2021 года вошел проект «Учитель будущего» и поддержка семей, имеющих детей. Имеют статус автономного проекта, но который интегрируется с другими проектами. Конечно, это проект «Успех каждого ребенка». В 2021 году особое внимание будет уделяться проекту «Цифровая образовательная среда». И поэтому, конечно, мы понимаем, что те направления, которые были заявлены еще 3 года назад, направления инновационной деятельности республики, они сегодня уже рассматриваются как такие статичные, а мы должны выйти на новые направления, которые в каждом из проектов, которые я перечислила, они рассматриваются именно как целеполагание и то, что дает в дальнейшем результат. Поэтому тоже с коллегами уже обсуждали,
3 проекта «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» — это 3 основных проекта, в рамках которых сегодня работают РИПы, и мы надеемся, что те образовательные организации, которые будут инициировать создание РИПа на уровне своей организации, они вместе с нами тоже будут отрабатывать заявки на основе, конечно же, данных проектов. Нам очень важно ваше внимание обратить, что когда мы говорим о инновационной площадке, мы понимаем, что любая инновационная площадка, республиканская, федеральная, она всегда имеет уже сформированную управленческую команду. И в рамках различных проектов, которые реализует Институт развития образования, а вы их очень хорошо знаете, в рамках проекта «Эффективная школа», в рамках проекта «Опорные школы Республики Коми», в рамках проекта развития профессиональных компетенций педагогических работников системы интернатных учреждений, мы так или иначе уже выработали определенные модели сопровождения и развития управленческих команд. И сегодня мы понимаем, что когда мы говорим о республиканских инновационных площадках, в центре нашего внимания будет находиться и взаимодействие именно с управленческой командой. Управленческая команда, она может находиться на разных стадиях своего развития. И в зоне нашего внимания, профессионального внимания, обязательно будет данная профессиональная задача. Мы понимаем, чтобы представить опыт инновационной деятельности, конечно, на уровне образовательной организации это должно быть принято как элемент стратегии развития данной образовательной организации. И мы понимаем, что, говоря об управленческой команде, мы вместе с вами будем тоже об этом говорить о готовности всего педагогического коллектива к изменениям. Потому что приобретение того или иного статуса пилотной площадки, опорно-методической, ресурсного центра, либо уже выход на федеральный уровень, он определяет новый статус образовательной организации, всего коллектива и, конечно же, той команды управленцев, которая данное явление профессионально сопровождает. Поэтому, конечно, с точки зрения целеполагания, мы это уже осознали, именно на уровне Республики Коми деятельность республиканских инновационных площадок обеспечивает и повышение качества общего образования посредством, конечно, повышения эффективности управления инновационным потенциалом. В этой связи формирование региональных команд управления, оно связано с тем, что данные команды формируются на уровне образовательных организаций. И здесь мы говорим о процессе, когда мы только начинаем готовить заявки, этому будет внимание уделяться. Конечно, мы говорим о том, как меняется управленческая команда и сам коллектив педагогический, когда организация уже имеет статус РИПа, и сегодня тоже мы во втором выступлении Александр Викторович на этом остановится. И в этой связи, конечно, мы понимаем, что когда мы говорим о региональной команде, здесь мы уже говорим и о сети республиканских инновационных площадок, которые, конечно, уже демонстрируют свой опыт не только на уровне муниципалитета, на уровне республики, на уровне Российской Федерации. И, конечно, данный потенциал, инновационный потенциал и потенциал управленческий, он способствует, конечно же, реформированию, модернизации системы управления образовательными организациями нашей республики. В этой связи особое внимание мы хотим, конечно же, уделить профессиональным и образовательным событиям. Очень важно понимать, что любая республиканская инновационная площадка – это не закрытая образовательная организация. Сегодня действительно система образования, она рассматривается, это уже как норма,
как именно открытое пространство. А значит, сегодня в рамках сетевого профессионального педагогического сообщества республиканская инновационная площадка, она должна иметь тот статус управления и влияния, который определяется именно различными формами и горизонтального обучения тех, кто будет находиться в этой сети. Потому что любой РИП, любая республиканская инновационная площадка – это тот статус, который приобретается для того, чтобы в дальнейшем демонстрировать уже свой результат. А значит, включать в данную профессиональную деятельность не только управленческую команду, но каждого педагога данной организации и создавать через педагогов именно сетевые педагогические сообщества. Но мы должны не забывать о том, что в эту деятельность включаются и обучающиеся, и родители. Поэтому, конечно, с точки зрения обсуждения профессиональных событий, в течение этого года мы план предварительно представим, мы будем именно вместе с вами не только рассматривать вашу деятельность в форме отчетов, либо в форме профессиональных инициатив, а в форме именно совместных сетевых мероприятий, которые позволяют нам демонстрировать развитие системы образования нашей республики. В этой связи, с точки зрения идеологии управления, мы бы хотели внимание обратить, для нас это очень важно, что основные 4 профессиональных блока мы будем рассматривать в рамках стратегических сессий, и мы уже подготовили для управленческих команд новые курсы повышения квалификации, которые как раз вот эти 4 блока профессиональных будут затрагивать. Конечно, это стратегия развития образовательной организации. Мы уже с вами говорили о том, что создание республиканской инновационной площадки – это только один из этапов развития образовательной организации. И, конечно, когда на экспертном совете рассматриваются заявки, один из основных вопросов любого эксперта – это а каким образом изменилась стратегия развития образовательной организации? Что способствовало тому, чтобы данная организация в настоящее время получила статус пилотной площадки либо опорно-методической? Второй профессиональный блок – это, конечно, формирование развития команды. Потому что действительно, когда мы работаем с образовательными организациями, коллеги, зачастую мы работаем только с одним либо с 2 представителями организации. И мы уже анализировали данную ситуацию и понимаем, что надо работать с образовательными организациями, которые приобрели статус РИПа, и работать именно с командой данной организации, потому что влияние на систему образования данной организации оно должно быть очень значимым. Третий профессиональный блок – это управление проектами. Любой республиканский инновационный проект, он имеет начало и имеет завершение. И сегодня тоже мы будем об этом говорить, что мы все понимали, что республиканская инновационная площадка, она работает как раз на основании представленного проекта. А значит, мы должны понимать все его этапы, начиная с процесса инициирования, завершая процессом публичной презентации, не просто отчет, а публичной презентации для муниципалитета, для республики, для общественности. В данном случае можем говорить даже о правительстве Республики Коми, презентации публичных результатов проекта республиканской инновационной площадки. Ну и, конечно, в центре нашего внимания, как в центре нашего любого профессионального события, это, конечно, развитие педагогического работника. Потому что республиканская инновационная площадка сегодня, приобретая данный статус, она, конечно, внимание должна обращать на изменение уровня профессиональной компетенции благодаря и этому статусу каждого, не только своего работника, но и той сети, которая включается в деятельность республиканской инновационной площадки. Вот такие идеологические моменты мы для себя обозначили в 2021 году и очень надеемся, что коллеги, которые сегодня принимают участие в данном семинаре, который проходит в форме вебинара,
будут активными участниками не только сессии, но и новых курсов повышения квалификации для управленческих команд. И мы хотим напомнить, что еще в положении, которое было утверждено в июне 2016 года, определены, конечно же, общие организационные моменты. Мы так называемыми профессиональными штрихами сейчас их обозначим, что действительно Институт развития и образования сопровождает и информационно, и научно-методически деятельность всех республиканских инновационных площадок. А в настоящее время у нас их более 34, кто-то уже завершает деятельность, кто-то в прошлом году только такой статус приобрел. И, конечно, все находятся на разных этапах, и у нас разные уровни их сопровождения, и мы понимаем, что сегодня статус научного руководителя РИПа, он должен все-таки иметь большее значение, чем на сегодняшний день, либо научного консультанта. Это тоже одна из наших целей, которую мы для себя поставили. А в рамках общего положения всегда мы определяем, что руководитель проекта программы, который РИП представляет, он для нас является профессиональным контактным лицом, но который, конечно же, сопровождает и свою управленческую команду. И с точки зрения функции организатора, а именно организации оператора нашего института, мы еще раз внимание обращаем, что, коллеги, мы готовы вместе с вами на разных этапах сопровождать ваш проект с точки зрения нормативно-правовой документации, рассматривать мероприятия, которые вы готовы провести на уровне республики, как мероприятия, которые мы тоже готовы рассматривать именно как элемент нашего сопровождения. Конечно, сопровождаем мы подготовку и отчетов, и готовы работать вместе с вами по трансляции инновационного опыта, и готовы в дальнейшем рассматривать различные публикации ваших организаций и продвигать их на республиканском и федеральном уровне. В этой связи мы хотим напомнить, что на сайте нашего института в разделе «Проекты» у нас представлена вся научно-методическая и информационная документация по сопровождению РИПов. Вы можете обращаться к данным материалам. Хочу напомнить, что у нас также действует интерактивная карта, которую тоже мы постепенно обновляем, где размещаются все республиканские инновационные площадки. Ну и, конечно же, приоритетное направление инновационного развития системы образования, то, о чем я говорила, и то, что мы обсуждали с нашими коллегами, я думаю, что вместе с вами мы будем их пересматривать, развивать, исходя из тех целей, которые в рамках национального проекта образования обозначены. В этой связи, завершая свое вступительное слово, я хочу внимание обратить, мы для себя выделили 6 основных профессиональных мероприятий, которые я очень надеюсь, что будут именно профессиональными событиями. То есть мы будем в январе и феврале проводить серию вебинаров для образовательных организаций, которые претендуют на статус республиканской инновационной площадки. Далее, традиционно, мы намеренно это обозначили вторым пунктом, традиционно мы всегда проводим онлайн-фестиваль республиканских инновационных площадок и опорных школ Республики Коми. В прошлом году, в этом учебном календарном прошлом году мы его успешно провели. Это действительно был онлайн-фестиваль. Доступ ко всем материалам данного фестиваля в настоящее время находится на нашем портале и открытое образование, и в разделе «Профессиональный видеозал». В течение года для себя 4 позиции мы выявляем, вместе с вами мы диссеминировать будем опыт РИПов, информационно сопровождать. Отдельно будем проводить семинары, сессии повышения квалификации для РИПов, которые готовы перейти на новый уровень развития управления и командой, и управления инновацией. Ну и, конечно, на сайте института вся данная информация будет представлена и на портале «Открытое образование». Уважаемые коллеги, еще раз хочу внимание обратить на наши контакты.
Я очень надеюсь, что Светлана Семеновна Мусанова, Александр Викторович Аверин и я, как ректор Института развития образования, мы всегда в открытом профессиональном доступе. Поэтому, коллеги, все ваши инициативы, которые связаны прежде всего с изменениями и, может быть, с какими-то новыми трендами в деятельности РИПов, мы всегда готовы рассмотреть и обсудить вместе с вами. Вот такое вступительное профессиональное слово. Для нас оно было очень важно, потому что нам бы хотелось действительно, чтобы мы от организационных моментов еще с вами вместе обсуждали и идеологию развития системы образования и подумали о том, какие важные задачи вместе с вами мы готовы решить. И прежде всего вот эти 4 блока, о которых мы с вами говорили, мы надеемся, вы тоже будете их рассматривать вместе с своими управленческими командами и уже будете реагировать на все наши профессиональные предложения. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Мы переходим ко второму вопросу. И мы хотим с вами обсудить итоги экспертизы конкурсных материалов. Российская Федерация действительно сегодня большое внимание уделяет развитию инновационного потенциала образовательных организаций. И в прошлом году именно Российская академия образования инициировала конкурс на присвоение статуса инновационной площадки. Александр Викторович более подробно на этом остановится, и итоги предварительно будут представлены. Спасибо. Спасибо, Галина Владимировна. Уважаемые участники вебинара, я рад вас приветствовать на нашем мероприятии. И мое выступление будет касаться непосредственно вопроса, связанного с той технической экспертизой, которая проводилась в отношении конкурсных материалов, которые будут предложены для присвоения статуса инновационных площадок Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Данный конкурс стартовал в ноябре 2020 года, и скоро завершится его непосредственно первый этап. Необходимо будет разместить все информационные материалы, и по предложению Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми была организована подобная экспертиза. Нормативными основаниями проведения конкурса у нас выступает непосредственно письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха. В данном случае Министерство просвещения Российской Федерации 06-12-65 от 23 ноября 2020 года. Ну и вы видите, собственно, в правой части данного слайда указано само положение, которое подписано исполняющей обязанности директора данного института, в котором, собственно, и раскрываются основные положения этого конкурса. На что мне хотелось бы обратить, собственно, ваше внимание. Конечно же, это на определенные характеристики, которые были заявлены. Ну, во-первых, это то, что 1 февраля необходимо как раз завершить прием заявок, направить заявку и материалы, да, от образовательных организаций субъекта по тем формам, по тем ссылкам, которые указаны в положении. Их рассмотрение будет осуществляться в феврале месяце, ну а присвоение в данном случае статуса запланировано на март и апрель, на март месяц 2021 года. То есть будут объявлены непосредственно итоги конкурса и будут подписаны соглашения с образовательными организациями. В положении есть определенное указание на то, что по итогам конкурса в каждом субъекте Российской Федерации будет определяться не более 3 инновационных площадок по каждому типу образовательной организации, причем одна из них должна быть расположена обязательно в сельской местности. Таковы основания проведения данного конкурса. Также в данном случае организаторами конкурса отмечается, что понимает, что образовательные организации будут иметь и разные статусы, разный уровень и кадровой, и материально-технической обеспеченности и так далее, то, соответственно, самый главный критерий, конечно же, не данное различие, а готовность непосредственно к самоизменению, то есть интересы в развитии своей деятельности на основе сотрудничества с данным научным учреждением.
На настоящий момент мне хотелось бы представить, возможно, не полный список, поскольку у нас было 2 канала связи. Это первый канал, конечно же, в самом Министерстве образования и науки, и молодежной политики Республики Коми, но и информацию также получали и мы. А на настоящий момент у нас есть информация о том, что образовательные организации Республики Коми непосредственно представили предварительно для технической экспертизы документы по 2 направлениям, заявленным в рамках данного конкурса. Это научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации, научно-методические основы дошкольного воспитания, ну а в рамках 3-го направления профилактика агрессивного поведения в образовательной среде. Здесь в настоящий момент, по крайней мере, информации в институте у нас такой нет, то есть образовательные организации не представили какие-либо документы. В первом направлении это, конечно же, такие образовательные организации, как Гимназия иностранных языков города Ухты, Средняя общеобразовательная школа номер 23 города Воркуты, Средняя общеобразовательная школа номер 35 с углубленным изучением предметов города Воркуты, Средняя общеобразовательная школа номер 4 с углубленным изучением образовательных предметов, получается, города Усинска. Во втором направлении это детский сад 56 Смородинка Воркуты, детский сад 37 Воркуты, детский сад 11 комбинированного вида Воркуты и детский сад общеразвивающего вида номер 24 города Усинска. Еще раз обращаю ваше внимание, что, возможно, данный список у нас не является исчерпывающим, но хотелось бы обратить ваше внимание на активность образовательных организаций городов. Как правило, это действительно Воркута, Усинск, Ухта. Довольно часто в подобных конкурсах принимают участие, конечно же, еще и Сыктывкар, Инта и так далее. Ну, вот список непосредственно такой. Сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий момент. Мы представляем в рамках конкурсной документации не только в заявке информацию как раз по тем пунктам, которые обозначены в данном случае организаторами конкурса. И предварительная техническая экспертиза позволяет обратить ваше внимание, особенно тех разработчиков документации, чьи непосредственно документы мы не видели и так далее, на некоторые моменты. Здесь выделены основные пункты, на которые мне хотелось бы, чтобы вы обратили еще раз внимание, если вы это не сделали по нашей просьбе повторно. Во-первых, это пункт 15 в данном случае заявки, обоснование выбора направления инновационной площадки. Достаточно часто мы видим общие фразы, которые касаются именно выбора направления инновационной площадки, касающегося непосредственно решения общих проблем, связанных с изменениями, происходящими в системе образования. Но на самом деле вы понимаете, что при том изобилии непосредственно заявок, которые будут непосредственно у института, для того, чтобы стать инновационной площадкой, нам необходимо вот в рамках этих пунктов, которые, как мне показались, на них стоит обратить, собственно, внимание, отразить, почему именно ваша образовательная организация должна стать или иметь этот статус инновационной площадки. То есть для присвоения статуса инновационной площадки, как правило, недостаточно приведенное обоснование. Оно очень обобщенное, оно не конкретное, оно не связано с теми направлениями зачастую, которые обозначены непосредственно в самом конкурсном положении. На это стоит обратить внимание, поскольку там направлений достаточно много, и по содержанию деятельности, я думаю, что образовательная организация может непосредственно сориентироваться, что для нее может быть, собственно, актуальным, и как это, собственно, в контексте развития на основании тех методов и методик, которые будут предложены институтом, позволит достичь определенных, может быть, каких-то изменений и так далее. Второй момент – это кадровый состав сотрудников. Казалось бы, что здесь может быть сложного. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Это то, что не всегда в представленных заявках кадровый состав описан единообразно. Не вся информация, которая указана в данном пункте, она, собственно, обозначена. Хочу обратить ваше внимание. Пункт звучит следующим образом. Это кадровый состав сотрудников, участвующих в научных исследованиях института с указанием образования и опыта работы в образовательной организации. Зачастую в заявках отражается непосредственно уровень образования, который был получен педагогическим работником, отображается педагогический стаж, отображается в данном случае уровень
его квалификации, может быть, какой-то и так далее. Но в целом, когда мы говорим о все-таки присвоении инновационного статуса, здесь помимо данных формальных характеристик можно также отразить непосредственно в отношении тех педагогических работников или того кадрового состава, который будет привлекаться непосредственно, именно опыт участия в инновационной деятельности, возможно, в научных исследованиях, возможно, имеющийся непосредственно какой-то тот потенциал, который можно как раз заявить как основу, необходимую для, собственно, проведения научных исследований и так далее. 21. Ресурсное обеспечение научных исследований. То есть описание ресурсного обеспечения представлено не по предлагаемой схеме. То есть что имеется в виду? Мы здесь достаточно часто начинаем с описания кадровых условий, той материальной базы, которая имеется в образовательной организации, не только. Но довольно-таки часто, хотя здесь в положении это и не обозначено, при анализе поступающих документов учитывается та информация и насколько она действительно полно представлена, как это было указано. То есть, по сути, что имеется в виду? Действительно, описание по этому пункту должно начинаться с материально-технической базы. Далее, наличие методических и дидактических материалов по использованию инновационных технологий в образовательном процессе, возможность информационного сопровождения. То есть вот эти параметры в данном пункте, они должны быть обозначены достаточно четко. Почему? Потому что при экспертизе конкурсных материалов, поскольку данный пункт обозначен, мне кажется, что на этот момент будет обращать, собственно, достаточно пристальное внимание. Никто не говорит о том, что иной информации здесь не может быть. Но помимо той, которая указана в данном случае в скобках, она может быть представлена в этом описании. Далее. 22 пункт, описание системы информационно-методического взаимодействия педагогов. В большинстве случаев мы столкнулись с тем, что указана организация методического сопровождения, но о взаимодействии написано в данном случае недостаточно. То есть, например, в заявке указывается, что в образовательной организации используются такие формы, например, методического сопровождения педагогов и так далее. Но смысл критерия заключается в том, что, во-первых, это система, то есть нам нужно отразить именно системность подобного взаимодействия. Во-вторых, это системность как раз именно информационно-методическая. И здесь довольно часто мы сталкивались с традиционными, например, формами, которые представлены в методической деятельности и так далее, зачастую. Поэтому, если вы хотите каким-то образом обозначить, да, свой инновационный потенциал как потенциальной площадки института, здесь, мне кажется, стоит также обратить внимание, каким образом можно отразить вот эту вот системность. То есть уйти от фрагментарности, разовости и, допустим, указания типичных форм по методическому сопровождению, а прийти как раз, собственно, к описанию взаимодействия. В контексте целеполагания, в контексте форм, которые обеспечивают непосредственно информационно-методическое взаимодействие и так далее. Причем чаще всего подобное информационно-методическое взаимодействие, как правило, аккумулируется только на уровне образовательной организации. Мне кажется, что этого недостаточно, потому что информационно-методическое взаимодействие педагогов может осуществляться и в рамках иных профессиональных сообществ, ну, например, как минимум муниципальных, либо даже республиканских методических объединений и так далее. Поэтому те коллеги, которые в данном случае еще готовят, либо уже подготовили заявки, могут на это непосредственно обратить внимание. Начиная с 24 пункта и заканчивая 27 пунктом, здесь необходимо как раз представить достаточно большое количество документов, или можно представить, которые как раз подтверждают эти пункты. Например, сведения об участии в конкурсах и мероприятиях регионального уровня, это 24 пункт, 25 аналогичный, но федерального уровня, 26 это сведения об участии в проектах и программах международного уровня, а 27 и 28 это опыт реализации проектов, программ, включая инновационные образовательные проекты, программы за последние 5 лет. И особое внимание, конечно же, уделяется наличию авторских разработок сотрудников образовательных организаций за последние непосредственно 5 лет.
Об авторских программах сегодня еще будет говорить Светлана Семеновна, да, в данном случае, но с чем мы столкнулись? При анализе, при проведении технической экспертизы и сравнивая прилагаемые документы, мы поняли, что они не всегда соответствуют той информации, которая заявлена в определенном пункте. Например, если все-таки документ емкий, и вы не можете сделать выписку или хотите представить его целостно и так далее, то в рамках самого приложения, как мне кажется, нужно будет все-таки сделать какое-то определенное указание. Либо в виде выделения, как это чаще всего бывает, например, какой-то определенной части текста и так далее, прямо указывающий на подтверждение какого-то определенного факта и так далее. Потому что не всегда из даже названия документа и из его содержания мы можем понять, что этот документ подтверждает ту или иную фразу или тот или иной факт, обозначенный в самой заявке. Я призываю, уважаемые коллеги, при наличии подобных непосредственных документов еще раз их просто-напросто перепроверить, насколько они действительно раскрывают вот то содержание, или, по крайней мере, подтверждают как факт участие, например, в каком-либо мероприятии какого-то определенного уровня, либо демонстрирует опыт успешно реализованной программы. Вот это то, что касается в данном случае предварительной экспертизы. Уважаемые коллеги, мы проводили техническую экспертизу документов в основном дошкольных образовательных организаций, и некоторые рекомендации, они, в общем-то, схожи с теми, которые были названы мной, мы им предложили. До 20 в данном случае, это крайний срок января, да, те образовательные организации, которые предоставили документы, получат еще раз обратную связь, и после уже решения министерства мы уточним в данном случае, да, я думаю, что образовательные организации смогут по тем формам, которые обозначены в положении, уже спокойно загружать непосредственно данные документы. Потому что мы непосредственно предложили еще просмотреть документы ряда специалистов, да, которые могли бы дать какие-либо советы в этом отношении. Если таковые появятся, то, естественно, мы вас до 20 числа проинформируем, до 20 января. Я напоминаю, что по срокам до 1 февраля необходимо будет загрузить данные документы. Поскольку они, в общем-то, все будут готовы, я думаю и полагаю, что 10 дней хватит для того, чтобы непосредственно это сделать в рамках, в данном случае. Ну, а для того, чтобы решить какие-то вопросы, вы можете обратиться в данном случае либо непосредственно к Светлане Семеновне, но лучше это делать непосредственно напрямую ко мне. Телефон в городе Сыктывкаре 28 60 11 внутренний 339. Можно написать по электронной почте averamirin@krirot.ru. Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать их непосредственно в чате, либо в специальной вкладке. Если они у вас появятся позже, вы можете также их оставить в чате, либо в специальной вкладке, мы обязательно на них ответим. Ну, а резюмируя свое выступление, я хочу еще раз сказать следующее. В отношении тех образовательных организаций, которые предоставили документы или которые хотят предоставить для проведения, может быть, технической экспертизы документов, мы эту экспертизу проведем до 20 января, после чего уже вы сможете непосредственно, мы рекомендуем в данном случае, если вы еще это пока не сделали, размещать уже их в рамках тех форм, которые предлагаются непосредственно институту. Ну и второй момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это, конечно же, обратить внимание на те аспекты экспертизы, о которых я говорил ранее, и при наличии вопросов обращаться непосредственно к нам. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что у вас есть возможность задать вопросы. Спасибо. И передаю слово Светлане Семеновне. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы благодарим Александра Викторовича. И да, напоминаем, что у нас работает чат. Все вопросы и ваши комментарии вы можете непосредственно писать в этот чат. Мы постараемся в ходе данного мероприятия на них ответить. Итак, мое выступление будет посвящено деятельности Республиканского экспертного совета
Я являюсь его секретарем, зовут меня Светлана Семеновна, и в ходе своего выступления я кратко освещу алгоритм подачи заявки в РЭС, в Республиканский экспертный совет, на статус республиканской инновационной площадки, а также, если у вас имеется авторская программа, то есть каким образом вашу авторскую программу также можно представить в рамках Республиканского экспертного совета. Нормативный документ, который вы сейчас видите на слайде, вы его сегодня уже видели, это приказ Министерства образования от 2017 года об утверждении положений. Именно в этом приказе утверждено положение о республиканской инновационной площадке и положение об авторской программе. С данным документом вы можете ознакомиться на сайте Института развития образования в разделе РЭС, Республиканский экспертный совет. Итак, нормативный документ, в котором представлено положение о РИПах, а также все документы, которые необходимо приложить к заявке, также можно найти именно в этом приказе. Итак, если кратко говорить о целях и задачах деятельности РЭС, то понятно, что основная цель деятельности экспертного совета – это объективная экспертиза инновационных образовательных проектов и программ, которые способствуют развитию системы образования в Республике Коми. Ряд задач, которые ставятся для выполнения данной цели – это активизация инновационной деятельности педагогов, повышение педагогического мастерства, повышение качества образования. Полномочия РЭС, вы их видите на данном слайде, их несколько, то есть РЭС был создан с целью экспертизы программ и дальнейшая рекомендация к присвоению статуса авторская программа в соответствии с положением об авторской программе. Также РЭС проводит экспертизу на соискание статуса региональной инновационной площадки, то есть оценка значимости проекта, программы, качество его выполнения, уровни готовности организаций, которые осуществляют образовательную деятельность, к его реализации, а также оценка значимости полученных результатов. Также в полномочия РЭС входит представлять заключение Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о результатах экспертизы, формирование и осуществление ведения банков данных о деятельности РИПов, и проводится экспертиза ежегодных отчетов о реализации проекта. О ежегодных отчетах я скажу уже в завершении своего выступления. Что касается организации деятельности экспертного совета, то заседания проводятся при Министерстве образования по мере поступления материалов, но не реже одного раза в полугодие. РЭС правомочен принимать решения при условии присутствия на нем не менее 2/3 его состава. Решение принимается открытым голосованием, простым большинством голосов из числа присутствующих экспертов. На заседании РЭС, я хочу это подчеркнуть, могут присутствовать авторы своих программ, учредители образовательных организаций, то есть все те, кто причастен к формированию заявки. Вы можете непосредственно прийти на заседание и послушать, посмотреть, каким образом проходит процедура утверждения вашей программы на заседании. Итак, собственно, что, наверное, интересует каждую образовательную организацию или автора, каким образом необходимо, какую процедуру необходимо выдержать для того, чтобы обратиться в РЭС и представить свои наработки. То есть, во-первых, материал всегда принимается на основании заявления об экспертизе. Оно пишется на имя председателя Республиканского экспертного совета. И, собственно, к заявлению вы прикладываете все материалы вашего инновационного образовательного проекта или программы. Хочу подчеркнуть и просто отметить, что срок экспертизы не превышает 30 календарных дней, то есть у наших экспертов есть месяц для того, чтобы посмотреть, ознакомиться с вашими материалами и вынести либо положительное, либо отрицательное заключение по вашим представленным материалам.
По результатам экспертизы принимается решение, либо РЭС рекомендует к присвоению статуса авторская программа, республиканская инновационная программа, либо она отказывает в присвоении данного статуса, аргументируя, по каким причинам данный материал был отклонен. Секретарем Республиканского экспертного совета ведется протокол, он подписывается председателем. Кстати, данный протокол вы также можете найти на сайте Коми Республиканского института, также в разделе РЭС. То есть протокол идет вместе с приказом уже об утверждении материалов. То есть это открытая информация, никакого секретного содержания в нем нет. То есть протокол открытый и доступный. На основании данного протокола выходит приказ о присвоении статуса, и решение РЭС направляется автору в электронной форме в 10-дневный срок со дня подготовки соответствующего приказа. То есть после того, как приказ подготовлен, я, как секретарь, уведомляю автора и образовательную организацию по электронной почте о решении экспертного совета. Как правило, в своих заявках вы всегда указываете свои электронные адреса, поэтому я думаю, что для оперативной связи есть необходимость всегда давать также свою личную электронную почту, но не только почту образовательной организации. И в случае отрицательных результатов вы также имеете право, как авторы своих материалов, подать заявку на повторное рассмотрение материалов, но уже не ранее, чем через год после принятия РЭС соответствующего решения. Итак, положение региональной инновационной площадки было утверждено соответствующим приказом. РИПы могут создаваться на базе образовательных организаций Республики Коми, которые реализуют программы общего, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования и обладают потенциалом для ведения инновационной деятельности. То есть основная цель создания региональной инновационной площадки на базе организации – это реализация какого-то инновационного продукта в виде программы. Итак, когда вы определяетесь с видом РИП, на который вы хотите претендовать, есть ряд критериев, ряд таких вот пунктов, на которые можно обратить внимание, проанализировать, провести внутренний мониторинг, то есть на какой вид вы все-таки больше склоняетесь и какой вам ближе. То есть анализ необходим, провести анализ достигнутых результатов в обеспечении доступного качественного образования, наличие успешно развивающегося опыта инновационной деятельности, ваша профессиональная готовность и готовность вашего педагогического коллектива к ведению такой инновационной деятельности и наличие современной материально-технической базы, в том числе средств информационно-коммуникационного обеспечения. Виды РИП, я на них подробно останавливаться не буду, я лишь кратко скажу, да, что их три. Это опорно-методическая площадка, форма организации совместной деятельности образовательной организации или образовательной организации дополнительного профессионального образования, высшего образования, с целью оказания научно-методической помощи, развития и совершенствования методической работы по вопросам отработки и внедрения в практику передовых педагогических технологий и содержания образования. Это один из видов. Еще один вид – это республиканская пилотная площадка, также форма организации инновационной деятельности. И формируется она с целью распространения опыта ведения и реализации в опережающем режиме в ГОСов и профессиональных стандартов педагогов. И третий вид РИП – это республиканский ресурсный центр, представляет собой форму предъявления лучших практик, обобщения и распространения инновационного опыта, оказания научно-методической поддержки системе образования Республики Коми. Итак, форма заявки на получение образовательной организации статуса РИП вы можете увидеть. Я думаю, что, конечно, вы все содержание данной заявки
сейчас на слайде не увидите, поскольку написано очень мелким шрифтом. Но я еще раз хочу обратить внимание, что в приказе Министерства образования 2017 года данная форма утверждена, именно ей необходимо пользоваться, когда вы формируете свою заявку. Здесь в этой заявке все представлено, то есть здесь вы указываете вид РИПа, на который вы претендуете, соответственно, свою образовательную организацию, цели, задачи, то есть все пункты, а их 17, в том числе приложения, вы формируете на основании данной заявки. Программа опорно-методической площадки, она также представлена как приложение к приказу Министерства образования. Здесь вы увидите 7 пунктов, то есть вы должны заполнить данную программу, если вы претендуете на статус опорно-методической площадки. Но опять же, традиционно указываются цели, задачи, конечные продукты, ресурсное обеспечение и так далее. То есть все документы имеются, их можно изучить. В случае каких-то сложностей можете обратиться ко мне, я могу выслать вам по электронной почте все данные формы, как образцы документов. Следующий слайд – это проект Республиканского ресурсного центра. Здесь тоже указано, что конкретно должно быть отражено в данном проекте, как заявка на функционирование Республиканского ресурсного центра вашей образовательной организации. Еще один документ, который также необходимо заполнить, когда вы подаете свой материал, это аналитическая справка о результатах деятельности. Собственно, все пункты здесь понятны, я думаю, что сложностей не должно возникать. То есть вы ее также прикладываете к своим документам. Критерии оценки результатов деятельности – это те критерии, по которым наши эксперты анализируют ваши материалы и выставляют по ним баллы. Все данные критерии вы можете увидеть, их 9, все это открыто. То есть когда вы создаете свою программу, обратите, пожалуйста, внимание на данные критерии и старайтесь, чтобы все 9 пунктов данных критериев были в вашей заявке раскрыты. То есть именно по ним и проводится экспертиза материалов. И далее на слайде можно увидеть, да, баллы, которые можно получить в ходе анализа ваших программ. И, соответственно, экспертное заключение, помимо того, что оно письменно обосновывается, да, а также подкрепляется баллами. То есть каждый конкретный балл говорит о том, что можете вы соответствовать статусу определенного вида РИП или нет. Направление деятельности ресурсных центров и опорно-методических площадок в 2021 году, вы их можете увидеть на слайде. То есть в 2021 году у нас действуют РИПы, которые реализуют этнокультурное образование, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание личности, инженерно-техническое образование, повышение качества образования в рамках реализации в ГОС. Уважаемые коллеги, я, наверное, сейчас все-таки скажу об отчете, который необходимо сдать до 30 января. Те организации, которые завершили свою деятельность в качестве республиканской инновационной площадки, большая просьба к вам предоставить свои отчеты. То есть вас утверждали на 3 года, соответственно, отчет о выполнении каких-то своих обязательств за эти 3 года, пожалуйста, представьте на почту Александру Викторовичу, можете мне отправлять ваши отчеты. То есть нам нужно все-таки удостовериться, что ваша деятельность в рамках инновационной деятельности велась на протяжении этих 3 лет, и чтобы отсутствие отчета не стало препятствием, если у вас возникает желание подавать заявку уже в этом году и претендовать опять на статус инновационной площадки. Итак, уважаемые коллеги, и буквально тоже несколько слов об авторской программе. Я хочу подчеркнуть, что инновационные площадки на базе образовательных организаций также, наверное, имеют возможность и, наверное, должны, да, представлять свои инновационные продукты в виде авторских программ.
Да, уважаемые коллеги, мы очень ждем ваши какие-то действительно авторские наработки, тем более, когда организация в статусе РИП, я думаю, что такие продукты вы вполне можете создавать и также представлять экспертам для рассмотрения. Требования к структуре и содержанию программы вы видите, то есть здесь, собственно, никаких сложностей нет и каких-то невыполнимых требований, да. Что такое авторская программа? Понятно. Действительно, она должна представлять качественно новые цели, содержание, технологии образовательного процесса, образовательные результаты. Какие критерии авторская программа должна выдерживать, вы их также увидите на слайде. Структуру авторской программы, большая просьба ее придерживаться и вообще придерживаться тех критериев, которые заложены в авторскую программу, поскольку именно по этим критериям и по структуре вас оценивает эксперт. То есть если он идет по своему плану и не видит каких-то даже структурных элементов, вы получаете за это минимальное количество баллов, либо баллов не получаете вообще. Для вас, как авторов данных продуктов, важно получить максимально высокие баллы для того, чтобы ваша программа была утверждена в статусе авторской, поэтому внимательнее относитесь к тем критериям и к той структуре, которая предлагается в нормативном документе. Итак, порядок, сроки присвоения авторской программы. Да, я уже сказала, что обязательно, когда вы подаете какие-то документы, вы прикладываете заявление. Это первое, что смотрит секретарь, да, то есть на что вы претендуете. И, соответственно, к заявлению вы прикладываете документы, которые и подвергаются экспертизе. Это ваша программа, а также при наличии решения методического или педсовета образовательной организации, которая заверяется руководителем, наделенной соответствующими полномочиями. То есть, конечно, лучше, если такое решение методического или педсовета у вас имеется. То есть, что внутреннюю экспертизу ваша программа также прошла. Соответственно, уже мной направляется ваша программа на экспертизу. У эксперта есть 30 дней на ее рассмотрение, на то, чтобы вынести либо положительное, либо отрицательное заключение. И процедура рассмотрения, она такая же, как у организаций, которые претендуют на статус РИП. То есть в течение 10 дней я уведомляю автора о решении, которое вынес Республиканский экспертный совет. И результаты могут быть либо присвоение статуса, либо отказ присвоения статуса. Также если по баллам, то есть в зависимости от того, сколько баллов набрала ваша программа, РЭС может рекомендовать к распространению опыта, либо отклонить материал по причине несоответствия требованиям. Баллы также видите вы на слайде, да, 12 баллов – максимальное количество баллов, которые вы можете набрать по каждому критерию. Ну и, собственно, минимальный балл – это 0, то есть ваша программа не соответствует никаким образом требованиям, которые предъявляет экспертный совет. Мои контакты вы можете увидеть на заключительном слайде. Уважаемые коллеги, я на самом деле очень жду ваши материалы, и я очень люблю работать с авторскими программами. Поэтому при любом возникающем вопросе вы всегда можете звонить. Я всегда готова помочь вам, помочь разобраться с критериями, если они вам не до конца понятны, и сопровождать процесс, да, подачи ваших материалов в РЭС. Поэтому, уважаемые коллеги, очень ждем вашей активности, инициативности. Наши контакты у вас имеются. Я думаю, что Александр Викторович, может быть, в завершении еще скажет какие-то напутственные слова в ваш адрес. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Светлана Семеновна. Уважаемые участники, буквально в завершении вебинара, спасибо, уважаемая Исакова Нина. Вы нам можете непосредственно звонить с 9 до 5, естественно, у нас традиционно сейчас до 2. Понятно, что в декабре в связи с завершением реализации проекта, возможно, у нас не было на местах, и поэтому мы не были в таком вот доступе, но также вы можете непосредственно нам писать по электронной почте, мы в данном случае с вами свяжемся.
Говорим, что не отвечаем сразу же, да, но помним о том, что у нас есть общая, так скажем, задача и, соответственно, рассмотреть документы на присвоение статуса, например, РИП, либо авторской программы, либо рассмотреть отчеты, либо непосредственно оказать какую-либо помощь, в данном случае в подготовке документов для участия уже в конкурсах, проводимых иными организациями и структурами, в частности, о которых я, например, сегодня говорил. Хочу также обратить ваше внимание на то, что мы хотим взять непосредственно курс на популяризацию тех самых достижений, инновационных идей и так далее, которые возникают в рамках действия РИП, и в частности, в том числе еще и опорной школы и так далее, и как можно, так скажем, интенсивнее транслировать их на территории как минимум Республики Коми, потому что фактически деятельность наших республиканских инновационных площадок уникальна. Да, действительно, мы можем, как показал непосредственно фестиваль, который был проведен в этом году в онлайн-режиме, в данном случае можно их объединить по направлениям, например, инженерно-техническое образование в Республике Коми, сфера в данном случае культурного образования, воспитание в целом и социализация личности, а также это, конечно же, введение ФГО среднего общего образования. И думаю, что в рамках именно этих направлений мы будем в 2021 году определенным образом предлагать вам этот опыт диссеминировать. Возможно, это будет какая-то конференция, например, по инженерно-техническому образованию в Республике Коми, проблемы и перспективы, это условное название такого научного мероприятия, которое мы можем провести. Ну и, конечно же, это реализация в данном случае на уровне среднего общеобразования ФГОС, также в контексте проблематики и определенных решений, которые могли бы быть интересны всем образовательным организациям. Никто не говорит, что мы сводим, так скажем, со счетов культурное образование и воспитание – это те направления, которые в настоящий момент будут актуальны. Также мне хотелось бы обратиться к руководителям образовательных организаций, которые, собственно, имеет статус РИП и так далее, для, собственно, улучшения в целом и функционирования, и научно-методического сопровождения, да, данных инновационных структур, мы, скорее всего, в течение февраля месяца также обратимся к вам для участия в определенном опросе, связанном как раз с решением ряда вопросов по трансляции опыта, по научно-методическому сопровождению, по актуальности и проблематики, так скажем, да, которая была заявлена в 2017 году. Мы понимаем, что уже на дворе 2021 год, а возможно, нам нужно решать непосредственно несколько иные задачи. Ну и, конечно же, поддержу Светлану Семеновну в контексте активизации участия образовательных организаций в рамках данной деятельности. У нас есть образовательные организации, например, 40-я школа города Воркуты, которая уже предоставила документы на присвоение статуса РИП, и сейчас эти документы уже рассматриваются в данном случае экспертами. Надеемся, что все сложится. Это образовательные организации, которые имеют огромный опыт, в данном случае участия и демонстрации результатов инновационной деятельности. Поэтому, подводя итоги нашего вебинара, хочу сказать и выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли непосредственно в данном случае время, да, принять участие в этом вебинаре, и надеемся, что он был для вас полезен. Если у вас останутся вопросы, вы можете задать их в чате, мы обязательно ответим, либо в специальной вкладке «Да». Спасибо, Радик Хамитович, что я ответил уже на ваш вопрос предварительно. Уважаемые друзья, мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.